Спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин раскритиковал работу правительства. По его словам, в работе правительства есть немало недостатков. Эффективность законопроектных работ Камбина, мягко говоря, не на должном уровне. К примеру, в утвержденный самим правительством план на 2018 год были внесены изменения и поправки 11 раз. Аналогичный план на 2019 год за полгода был изменен еще 6 раз, возмутился он. По словам спикера, качество законопроектов, поступающих из правительства, все еще не соответствует высоким требованиям. Об этом свидетельствуют многочисленные поправки. К примеру, в законопроект по вопросам регулирования агропромышленного комплекса было внесено всего 637 поправок, из них 210 самим профильным госорганом, уже после поступления документов в Мажилис. Это свидетельствует о том, что госорганы преследуют цель ускорить принятие законопроектов через депутатов, без таких процедур, как проведение научного анализа, разработка законодательных актов. Все это снижает ответственность за госорганов за качество проектов, подчеркнул он. Еще один вопрос, по словам Нигматуллина, это низкое качество законопроектов, так как, по его словам, в проект по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности внесено 472 поправки, а в проект по вопросам ЖКХ более 500. К сожалению, эти поправки носят не технический, а концептуальный характер, посоветовал он. Спикер также раскритиковал несвоевременность предоставления правительством заключений на поправки депутатов к законопроектам. Он привел в пример поправки депутатов в закон о регулировании АПК. Они были направлены 18 июня 2018 года. Однако заключение на них правительство выдало только 28 мая 2019 года, то есть через 11 месяцев. Хотя по регламенту этот документ должен быть предоставлен через месяц. В настоящее время в портфеле парламента 34 законопроекта, над которыми предстоит работа в следующей сессии, продолжил Нигматуллин. В их числе республиканский бюджет на 2020-2022 годы, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения, новый экологический кодекс, проект закона о статусе педагога. Кроме того, в сентябре парламентариям предстоит провести важное международное мероприятие – 4-е совещание спикеров парламента стран Евразии на тему «Большая Евразия. Диалог, доверие, партнерство». Ожидается, что в нем примут участие представители парламентов более 60 стран и 16 организаций. Отметим, что депутаты сессию завершили, однако работа продолжается. После закрытия сессии парламентарии выезжают в регионы для встреч с населением.